Kızıl cıgalaktır. 2 yaştır. Am kızdın çağında 7 şak jenin odadır. İstin ertengiden gavstegelerdir biz. Говорит Кызыл. Голос истории, зеркало эпохи. ГТРК-2. Лучшее среди достойных. Ветеран телевидения, оператор Юрий Косарьков. Бийск, а там телевидение открывалось. И взяли. И я вот там работал до 66-го года. Потом телевидение закрыли, наше бийское. И приехали, как раз здесь открывали телевидение. Галя Горкавая, Кандинкин Сергей Дмитриевич, Валентин Клиндухов. Вот мы 4 сюда и приехали. Здесь взял кинокамеру чехословацкой, маленькой такая, Алексей. Я с ним любил ездить в командировки по Сумонам. Почему? Его хорошо знали. Он баскетболист, во-первых, волейболист был отличный, как спортсмен. Он мне много рассказывал. Он меня учил взаимоотношения с людьми, как, даже вот в бытовом плане, как вот разговаривать, как что. Он меня учил этому. Семен Саднам тоже многому меня научил. В понимании духа тувинцев. Мне 2-ю категорию, операторскую, не имея специального высшего образования, Москва присвоила за то, что я снял сюжет о Кунгуртуке. Был там такой зоотехник Хужугур Аракчан. И вот я любил с ним мотаться. И вот мы с ним зимой по Каргы поднимались вверх на лошадях, переходили этот перевал, проваливались там снег между камней, как он вытаскивал этих лошадей, доходили до Балактыкхем, речка там, и шли к Шарлаководам. И я все это снял. Это было интересно, но сложно. Я в одном месте с лошади чуть в обрыв не свалился. Она поскользнулась как-то, но там же тропы-то идут, крутяк. И я Кунгуртук страшно как любил. Я часто туда ездил, старался во всяком случае. Рыбалка там какая. Интересный период. 66-й год. Тува строится. И промышленные Тува, и сельское хозяйство, и город строится. Голос истории, зеркало эпохи. ГТРК-2. Лучшее среди достойных. Ведущий программ Виталий Кузнецов. Такая ходила, байка, что ли, шутка, что ли, что на телевидении в то время попасть без блата было невозможно. Я действительно устроился, можно сказать, по блату. Тогдашний директор студии был мой большой друг, и он меня год уламывал, чтобы я пришел туда. Но вопросов, правда, ни у кого из коллег новых не возникало, что, дескать, тут я по знакомству или еще и так далее, потому что, в принципе, меня и так до этого уже знали, как журналиста, и до этого я 10 лет проработал в газете. Первый эфир, он был очень быстро у меня, буквально через 2 или 3 дня после того, как я устроился. Это были новости. Новости тогда шли в записи. Первый эфир записался, а уже на следующий день я пошел уже вживую. То есть все это уложилось буквально в 1 неделю. Ведущий должен волноваться перед эфиром. Если он не волнуется, ему нужно смело уходить в закадровую деятельность. Волнение не должно быть, оно не должно в панику переходить. Вот и все. Волнение определенное такое, творческое состояние, это нормальный тонус рабочий. Оно и должно быть. Я всегда говорил и буду говорить, что государственное телевидение и государственное радиовещание как средства массовой информации вечные. Покуда существует государство, существует потребность власти, обществу, иметь вот такое вещание, такую возможность, такой способ общения с аудиторией. Это не значит, что мы работаем на правительство, нет, но благодаря этому мы доносим до нашей публики, до нашей аудитории основные, скажем так, задачи общества, задачи государства. Потому что задачи эти, они должны быть очень предельно ясны и коммуникативно выражены. Тогда, если это получается, значит, мы это себя оправдываем. Мы неминуемо уйдем в цифровое, у нас появится конкурентов больше станет. Раньше было 1 и 2 канала, Естественно, было одно отношение. Сейчас, когда их будет там под 100 телеканалов, появится конкуренция. Но, еще раз повторю, государственное телевидение, оно вечное. Голос истории, зеркало эпохи. ГТРК-2. Лучшее среди достойных. Ветеран радио Тамара Кулар. Это моя любимая профессия, которой я отдала 17 лет, самых лучших лет. И вот когда звучат позывные радио в эфире, когда звучит Чукалаптур, говорит Кызыл, и вот сразу возникает ощущение, что не только ты это слушаешь, но и вся республика с тобой.
Ветеран радио Елизавета Караул. Когда работаешь на радио, встречаешься с различными людьми интересными. Когда я работала, я встречалась с многими тувинскими добровольцами. Они даже вот своей походкой отличаются от других. И голосом. Это настоящие героические люди. В молодежной редакции работала. Молодые люди есть очень интересные, которые душой горят. Как и про таких людей не сказать. Радио тем хорошо, что вот они своей речью помогают сделать хорошую передачу. Несмотря на то, что телевидение вещает почти круглосуточно, люди от радио все равно не отрываются. Есть многие люди, которые не могут жить без радио. Кто не слушает, те очень жалеют, что у них нет радио. Всегда я предлагаю, покупайте радио, приемника покупайте, есть возможность и слушайте. Психологи же также сказали, когда по телевидению смотришь передачи, мысли рассеиваются, потому что не только слушаешь, но надо смотреть еще, а тут радио только слушаешь, поэтому воображение больше, глубже понимаешь. Еще на радио чтение. Хочется сказать про наших дикторов, особенно Нина Сарглар, такой замечательный голос. Надя Болтунова. Раньше было, когда 6 еще нет, они идут на работу пешком, люди встречаются, она начинает говорить, а ее голос узнают и всегда с ней здоровается. Всех радиожурналистов, тех, которые работали, тех, которые сегодня работают, желаю им добра, счастья, здоровья и, конечно, больших творческих успехов. Вести